Отсюда, с территории бойни, будет роздан крупный рогатый скот в качестве сага к годовщине депортации. Списки уже составили. Их утвердили имамы. Осталось распределить животных по муниципалитетам. Пригородный районе Ергевой республики общий массонахада хочет должен. Всего для саг было закуплено порядка 22 голов крупного рогатого скота. Около 6 тонн мяса распределят на 1500 семей получателей. Крупнорогатый скот был приобретен у государственного унитарного предприятия под ведомством Министерства сельского хозяйства Республики Ингушетия. Это ГУП Алханчурская, ГУП Малгобек, ГУП Магаз и ГУП Карабулак. Мы считаем, что это около 3 миллионов рублей, 22 штуки, это от 270 до 300 килограммов. О необходимости проявлять особое милосердие в эти памятные для каждого ингуша дни говорил и глава региона. Он обратился в своем телеграм-канале к народу с такими словами. За время депортации мы потеряли почти половину народа. Погибали в первую очередь старики и дети. Голод и холод косили целые семьи. Но народ наш выжил, снова возродился благодаря крепости духа и сплоченности. Эти качества всегда помогали ингушам на протяжении всей истории существования. Наш долг помнить обо всех, кого мы тогда потеряли, молиться за их души, давать саг за них. Каждый год нас эти действия сплачивают, помогают сохранить единство и историческую память о трагических страницах в жизни народа. Сегодня мы, поминая наших дорогих родных людей в своих дуа, раздадим 5 тонн мяса малоимущим семьям в рамках благотворительной акции «Мехксаг». Пусть вся тяжесть выпавших на их долю испытаний обернется для них милостью Всевышнего. Бенчан дал гештолт, дал кахетемболб. Не теряя ни минуты, скот сразу же грузят в машины. Эти 7 голов отправятся в пригородный район по одному на каждое село. هار سجادلي هار سندلي مس كيل خواجي مس داق صو درجة عشقي تشخد استحمى خوداس حتى وصباح بوش بناخسان شوش تمخي شوش تقي بكيزي خلا برجة كيزي تعب وكرج ملاج ب تاخذ شيء سبيسك جوجي أرجع تأخر شيء دا حديق دخل دا مقلحة كيزي خلا بوخشانة دا خوان وصباح بوش بناخ قستا دا كيزي ساتس شوش تيركم مش يراد بوق خزخت أنا عالشة تان أوزر محتاج مثلا خوجير محتاج بوش محتاجير إذا قلت تركل ديج محتاجير يعني شيء باخش بوش بناخ أدخل دلي أتلي شيء مهك شيء سينوش كباخش بوش بناخ بيرش. Многие главы муниципалитетов раздачей сага займутся завтра. Другие уже приступили к убою и расфасовке мяса. Первая партия отправилась в село Майское. Здесь планируют раздать саг более 70 малоимущим семьям. Начнут с семьи Ахильговых. В маленьком доме живут 9 человек. Навстречу вышел глава семьи Рашид Ахильгов. У него 6 детей, 3 из которых инвалиды. Затем по адресу мясо доставили еще одной семье в этом селе. Все они так или иначе оказались в сложной жизненной ситуации без стабильного дохода, а некоторые и без возможности заработать себе на жизнь из-за проблем со здоровьем. Живут в старых полуразрушенных домах и вагончиках. Также по поручению главы Ингушетии жители Карабулака сегодня смогли получить благотворительную помощь. Муку, крупы, масла и другие продукты первой необходимости отдают в руки и Лидии Арсамаковой. Женщина около 20 лет работала в Нестеровском колхозе. В свои 89 живет одна. Муж трагически погиб 60 лет назад. 3 дочек обзавелись своими семьями и живут отдельно. Сегодня со слезами на глазах она вспоминает те страшные дни депортации. В ссылке Лида потеряла своих родителей. سقق مياغل يرساغ دل دي خاتشا يساغ لچن يساغ لچن تحلات روش دال قابل صادولت دال مغش ماشليل وول يردق دي خار يرحل دال شي
В администрации с самого утра многолюдно. Забрать свои продукты сегодня должны около 300 семей. В их числе и 80-летняя Мовлатхан Даурбекова. Женщина рано лишилась родителей. Их здоровье было подорвано в ссылке. Но возвращение на родину они все же застали. Осиротевших малышей под свою опеку взял родной дядя. В списке малоимущих и Евгений Иванов. Всю жизнь он живет в Ингушетии. Мужчина многодетный отец. Один воспитывает 7 детей. 4 уже живут отдельно. 3 еще школьники. Денег немного, признается мужчина. По состоянию здоровья он работать не может. Живет семья на пенсию. Я знаю то, что приурочен этот день депортации ингушского народа. И эта акция предназначена именно тому дню, когда депортировали ингушский народ. И я благодарен за то, что уделяют такое внимание. Хоть я и русский, но ко мне относятся как к своему человеку. В списке в основном многодетные и малоимущие семьи, дети, оставшиеся без попечительства, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Это не первая благотворительная акция. 4-й год Махмуд Али Калиматов лично контролирует организацию САГА перед значимыми датами для ингушского народа. Зелимхан Калоев, Адым Гулоев, Мадина Цоро, Адам Далаков, Асхаб Белакиев. Новости 24.